Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года. Накануне инициативу на рассмотрение в Госдуму внесло правительство России. Новые нормы предусматривают дополнительную индексацию пенсий военным пенсионерам с учетом фактического уровня инфляции. Таким образом, размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составит 93,59%, а не 89,83%. В Госдуме пояснили, что доиндексированную пенсию российские военные смогут получить уже 1 марта. Вместе с пенсиями за март также будут выданы доплаты по повышенным военным пенсиям за январь и февраль текущего года. Правительство России запустило пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи документов для внесения платы за коммунальные услуги. Он стартовал в Московской области, но власти планируют масштабировать его на всю страну. Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека. Получать цифровые платежные документы граждане будут через личный кабинет на региональном портале госуслуг. Пилотный проект в Московской области продлится до 1 октября текущего года. Депутаты планируют внести в Госдуму законопроект о введении в школах оценки за поведение. Изменения предлагается внести в статью 66 Закона об образовании в Российской Федерации, дополнив ее положением, согласно которому получение начального и общего среднего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, оценивать которое будет педагог. Авторы законопроекта пояснили, что инициатива разработана с целью формирования учебной дисциплины обучающихся и повышения их социальной активности. Министерство промышленности и торговли России рассматривает возможность внедрения компенсаций для производителей за успешные разработки фармацевтических препаратов. Активно обсуждаются 3 варианта нового механизма поддержки производителей, и среди них кэшбэк. Как отметили в министерстве, у каждого способа есть свои положительные и отрицательные стороны. Самый оптимальный вариант в итоге будет представлен на обсуждение. Поддерживать планируют не только фармкомпании. Производственным аптекам также хотят дать новые льготы, отнеся их к сфере здравоохранения. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержал законопроект о продлении программы мат-капитала до 2030 года. Как указано в пояснительной записке, в период с 2027 по 2030 годы материнский капитал получит 5 миллионов семей. Всего для реализации законопроекта потребуются дополнительные бюджетные расходы в объеме 2 триллиона 776 миллиардов рублей. В первом чтении соответствующий законопроект был принят 14 января. Системная работа с детьми и раннее выявление у них талантов войдут в один из разделов стратегии развития образования в России, сообщили в Министерстве просвещения. Там отметили, что базовыми принципами стратегии являются незыблемость воспитания, единое образовательное пространство страны, развитие инфраструктуры, подготовка рабочих кадров, развитие детского отдыха, высокий социальный статус педагога и престиж учительской профессии. Стратегия развития образования разрабатывается на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.